период правления Сталина с конца 1920 по 1950 годы в Советском Союзе проходили массовые политические репрессии. Этот страшный период затронул и Абхазию. Множество представителей интеллигенции нашего народа стали жертвами того времени. Один из них был Зосим Николаевич Бения, который внес весомый вклад в установление советской власти в Абхазии. Он руководил гудаутскими большевиками в борьбе против грузинских меньшевиков. Был председателем Гудаутского уездного ревкома. Затем в правительстве Абхазии занимал различные посты. В апреле 1921 года Зосим Бения был назначен Народным комиссаром почты и телеграфов СССР Абхазии. 12 сентября 1921 года вновь назначен председателем ревкома Гудаутского уезда. 1922 года Зосим Бения руководитель коммунального отдела Гудаутского исполкома, а затем нарком земледелия. Руководил проведением земельной реформы в Абхазии, принимал активное участие в составлении законодательных актов, в том числе земельного, лесного и других кодексов Советской Абхазии. Супруга Зосима Бения, Мария Бахтадзе, работала в дошкольном отделении наркома просвещения АССР. У Зосима и Марии была единственная дочь Зулейка, которую крестила жена Нестора Лакоба Сария. В 1934-1936 годах по стране прокатились первые волны репрессий. В августе 1936 года Зосима Бения обвиняют в пропаганде троцкизма и оппозиционной деятельности. Его отправляют в ссылку, где он отбывает свой срок на рудниках в Усть-Усинском районе в Коме. По некоторым данным, там же и скончался в 1941 году. После смерти в 1957 году Зосим Бения был реабилитирован Верховным судом Абхазии. И только совсем недавно была найдена информация о месте его захоронения. В прошлом году его правнук уже в интернете нашел вдруг его имя, отчество. Оказывается, он в 1943 году в Белоруссии, там были сильные бои под Харьковом. Он участвовал в этих боях, и там написано все, его имя, отчество, откуда он приехал, откуда он призывался. Оказывается, он отдал свою жизнь за родину, он воевал. Участники круглого стола отмечали большие заслуги Зосима Бения перед своим народом, но, по их мнению, для того, чтобы увековечить имя политического деятеля, сделано мало. На встрече также рассказывали о многих интересных фактах из жизни Зосима Бения. К примеру, в связи с переездом в Сухум Зосим Николаевич передал в дар собственный дом в Гудауте местной администрации с просьбой сделать из него детский сад. Просьба была исполнена, а после его смерти улица, на которой находился дом, была названа в честь него, но спустя время улицу переименовали. Есть места, где можно эту улицу перенести и назвать его именем тот переулок небольшой, там 100 метров, не больше, именно рядом с его домом. И как-то это войдет, знаете, красиво в историю. И люди будут знать, что вот этот человек жил здесь, добровольно отдал свой дом государству, это был подвиг тогда. И вот хотели бы, чтобы именем его назвать школу или детский сад, и чтобы он вошел в историю, чтобы знали, кто такой. Участники встречи отмечали, что имена патриотов, посвятивших свою жизнь служению Родине и народу, таких как Зосим Бения, нужно сохранять в истории и делать все для увековечивания их памяти. Саид Жарсалия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение.